106 новобранцев инженерно-кадетского корпуса Ухтинского государственного технического университета приняли присягу. Ежегодно с 2013-го это уникальное учебное подразделение дает старт в профессию мечты ребятам из разных районов республики и даже из других регионов. А в этом году перед воспитанниками инженерно-кадетского корпуса открылось еще больше возможностей. Подробности у Виктории Науменко. Готовить себя к служению Отечеству, любить и уважать Российскую Федерацию. Настойчиво овладевать знаниями, воспитывать в себе лучшие человеческие качества, патриота и гражданина своей Родины. Клятва делит жизнь этих мальчишек и девчонок на до и после. Отныне все они полностью посвящают себя подготовке к профессии мечты. Эти ребята твердо решили связать свою жизнь со службой Родине. Будь то работа в правоохранительных органах или защита в чрезвычайных ситуациях. Мы с МВД уже работаем третий год, мы сотрудничаем с начальником отдела УВД города Ухты, Сосногорска. Ребята у нас проходят практику с участковыми, с оперативными работниками также, с дознанием девочки ходят, по делам несовершеннолетних участвуют также в службе. В этом году инженерно-кадетский батальон впервые готовит и сотрудников УФСИН. В целевой группе по новому направлению 18 человек. Мне много рассказывали о этой специальности, о том, что мы потом пойдем служить. После окончания пойду в полицию служить, но также я хочу пойти служить в армию, так как мне это все очень интересно. Учеба в инженерно-кадетском корпусе особенная. Ребята здесь учатся и живут на полном пансионе. Общее образование совмещают с военной подготовкой. Каждый день у кадетов четко расписан. Подъем, зарядка, завтрак, построение, учебное время, тихий час, а вечером строевая подготовка. В выходные можно уехать домой. Равняй! Смирно! Довольно разойди! Есть! Ухтинский инженерно-кадетский батальон уникален тем, что здесь можно получить не школьное, как в других батальонах страны, а среднее профессиональное образование, на базе которого можно сразу идти работать в органы. Поэтому не первый год среди ухтинских кадетов ребята из других регионов. Например, Руслан Тищенко приехал из Санкт-Петербурга. Отец был наслышан про Ухту, был наслышан про инженерно-кадетский корпус в Ухте, то, что он считается один из самых лучших. В этом году возможности выпускников инженерно-кадетского корпуса УГТУ стали шире. Университет заключил соглашение с Владимирским юридическим институтом Федеральной службы исполнения наказаний. Теперь ухтинские кадеты, получив среднее профессиональное образование, могут поступить во Владимирский вуз вне конкурса. Это мощное образовательное учреждение, специализированное Федеральной службой исполнения наказания, где один из факультетов – это гражданский факультет, факультет права и управления. И вот как раз на сегодняшний день у выпускников инженерно-кадетского корпуса, у кадетов, есть уникальная возможность по выпуску поступить во Владимирский юридический институт, как раз на факультет права и управления. Кроме того, Владимирский институт ФСИН заключил соглашение о сотрудничестве с Ухтинским детским домом. А начать готовиться к поступлению в специализированный вуз ребята могут в инженерно-кадетском батальоне. Здесь при равных баллах воспитанникам детского дома тоже дают преимущество при поступлении. Кадетский корпус – именно то учебное заведение, которое может дать шанс подросткам со сложными судьбами и порой непростыми характерами, считает директор детского дома. Я надеюсь, что наши воспитанники все-таки изъявят желание по окончании 9 класса вступить в кадетское движение в нашем городе. Второй момент – это, наверное, все-таки стабильная заработная плата, стабильная работа, которая, скажем так, обеспечивает и наше УВД, и УВД других субъектов Республики Коми. То есть это перспектива именно трудоустройства в жизни, особенно это касаемо наших воспитанников, да. Ну и, наверное, в хорошем смысле слова, карьерный рост, служение Отечеству. И хотя в этом году среди новобранцев инженерно-кадетского корпуса УГТУ есть даже отличники, поступить сюда можно со средним баллом. Ребятам дают шанс. И не зря, как показывает практика, почти у всех через некоторое время учеба подтягивается. Вот она, военная дисциплина. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.